списке наиболее острых проблем города Томмот на встречах с властями жители чаще всего называют плохие дороги и отсутствие их ремонта. Каждый год уплачивается налог на автомобиль. Также берется налог, когда я заправляюсь на АЗС. Ну а дороги делаются крайне редко, и даже ямочный ремонт для нас это редкость. И, можно сказать, никто за этим не следит ни за качеством, ни за чем. Вон ямочки, сколько ямочек на дорогах. Надо, обязательно надо. И маленькие улицы обязательно надо асфальтировать, не только центральные. В поселке требует ремонта порядка 25 улиц, еще 10 нужно заасфальтировать. Проблемы не решались годами. Предыдущая администрация в конкурсах на ремонт дорог не участвовала, а проектно-сметная документация на них и вовсе отсутствовала. Только в прошлом году местные власти добились выделения субсидий на ремонт 2 улиц и в этом году еще одной. Конечно, этого недостаточно, чтобы сразу исправить ситуацию. К тому же самой сложной оказалась проблема водоотведения. Именно талая вода каждый год нещадно разрушает дороги. По улице Нагорной было каждую весну проблема, то, что вода бежит по асфальту. В прошлом году мы начали это асфальтирование. В этом году нам осталось только положить трубы в 2 местах, и это будет канава готова. То есть в дальнейшем вот все улицы, которые мы сейчас планируем асфальтировать, да и где у нас сейчас вот показывает весна, проблемные моменты есть, нам нужно будет запланированные работы по где-то восстановлению, а где-то по отрывке канав, для того, чтобы вода уходила из города. И такая картина не только в Томмоте. В селе Хара Мегино-Кангаласского улуса дороги размывают подземные воды. Были бы программы для содержания внутрипоселковых дорог, а для ремонта и благоустройства улиц на Слега хотелось бы, чтобы предусматривались средства. Для решения проблемы важны не только усилия властей, но и инициативность самих жителей, считают в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Жители должны определить, какие дороги в первую очередь им надо делать. Если это с твердым покрытием, то это в бюджете должно и региональном, и городском, и в поселковых советах в бюджете должно быть эти деньги заложены заранее. Поэтому добиваться. В Якутске, к примеру, общественникам путем сбора подписей удалось добиться ремонта улицы Жарницкого, раньше намеченного графика. Еще один способ также оказался действенным. Эту дощечку называем балабашка. 15 сантиметров, 60 сантиметров, глубиной 5 сантиметров. Эту дощечку, если она используется, и мы ее прикладываем в глубину яму, если она в эту яму входит, в эту выбоину, то эта выбоина уже по законодательству опасная для транспорта, опасная для движения транспорта. И она в течение 10 дней, ее дорожные службы обязаны ликвидировать. Так что только общими усилиями можно решать проблемы, даже самые застарелые. Главное – не быть равнодушными. Туяра Филиппова, Роман Сливкин, Ренат Нахиев, Томмот, Хара, Якутск.